Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей» или второе название «Эхо Мордовии». Новости из жизни Мордовии за апрель-май 2019 года прокомментирует Владимир Евгеньевич Гридин, сооснователь и заместитель председателя Мордовского регионального отделения Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко». А девиз у нас программы такой. Уже несколько месяцев Петр Николаевич Тултаев сказал: «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Владимир Евгеньевич, вот вы заместитель председателя, основатель партии «Яблоко» в Мордовии. Расскажите, пожалуйста, какие вот за последний год, допустим, самые яркие ваши меры и действия, которые вы предприняли? Ну, мы в основном, если сказать, основное направление – это защита прав граждан, это именно собственность прав граждан, что нарушается в Республике Мордовия, и многие другие вещи. Но, во-первых, очень такие вещи серьезные, которые мы поднимали вопрос и поднимаем, что в школьное образование у нас введены, допустим, историю православия. Там буквально есть 6 пунктов. Естественно, есть направления и культуры мусульманства, христианства, этики, эстетики. Но самое от того, что денег, видимо, мало, у нас почему-то есть только одно направление. Именно история православия. Я заинтересовался этим вопросом. Даже, оказывается, у нас издана книга и типа учебника. И смысл какой? Я удивился. Это значит, смысл такой. Это в 4 классе начинается эта история православия. По-моему, 1 час в неделю. Это указ именно президента Путина, обязательная программа. И что вы думаете? Смысл такой. Надо учить молитвы, и надо слушать, что скажут старшие. Ну, во-первых, старшие люди все разные, кого слушать, кого не слушать. Это же неправильно. Но самое главное, наших детей делают послушными людьми. Не могут ни творчества, ничего. А и самое главное, что происходит, это и мусульмане вынуждают в классе учить молитвы православию. К чему это приведет, вы сами понимаете. Это в голове будет, это значит просто ненависть именно к русским христианам имеется в виду. Это же просто получается, что это экстремизм. Это экстремизм в Республике Мордовия. Я давно обращал внимание на эту проблему, но все почему-то молчат. А это очень серьезный вопрос. И вы об этом говорили еще на дебатах в поддержку Григория Алексеевича Явлинского. Безусловно. Но об этом никто не говорит. Никто. Но как-то стали спокойнее относиться. Но я вам хочу сказать, ну почему же это происходит? И кто в этом виноват? Но я все-таки считаю, что это происходит в нашей республике. Поэтому за все должен ответственность нести глава Республики Мордовия. Это по Конституции. Потом у нас мы одну тоже интереснейшую тему, которую, значит, в школах вынуждали родителей. У нас считается бесплатное образование, но почему-то класс, да надо денежки платить для того, чтобы по компьютеру работали. И что самое интересное, именно появляются какие-то предприниматели, и для них создаются площадки со всех директоров школ, и специально разъясняют для того, чтобы как раз занимались и собирали деньги с родителей. Я посчитал очень приличная сумма. Мы вынуждены были обратиться к председателю Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Эмилии Эдгардовны Слобуновой, которая была направлена и в прокуратуру, и до сегодняшнего дня
практически есть какие-то отписки, ну, притихли. Ну, Министерство образования нашей республики сказали, да, действительно у нас бесплатное. Ну, вот видите, что происходит. И буквально смысл такой, в нашей республике, ну, это практически и в России сейчас. Мы же с вами все видим вот по телевидению. Ну, что мы видим по телевидению? С утра до вечера проблемы Украины. Что у нас в России нет своих дел? Нет у них проблем? Или на той неделе, буквально в четверг, президент Путин всем стал говорить, мы с вами живем лучше, лучше и лучше, и богаче. Просто мы не замечаем. Вот президент Путин видит, но мы с вами, сами знаете. Да, и вот на то, что вы вторую новость, которая переписка у вас дома находится, вы, как сказать, как ответственные граждане, мало того, как политическая организация, вы говорите органам власти, что вы не будете оставлять то, что вы считаете неправильной государственной политикой. Но вот похоже вот на эти платные услуги, вот такие наши новости еще, что осенью прошлого года и в апреле этого года референдумы о самообложении были в десятках сельских поселений Мордовии, о дополнительном 200, примерно 300 рублевом взносе на разные цели. И еще в школе, в одной из саранской школ, якобы, вот, по информации вечернего Саранска, директор навязывал купить школьную форму в определенных магазинах, что сомнение. То есть это тоже похоже на тенденцию, которую вы обнаружили, да, по платным услугам. Я вам скажу, вот все, что происходит, да, это в школах самое страшное, это наши дети. И смысл такой. Воспитание в школах проходит к тому, что наши дети делали рабов. Именно смысл такой, не творчество, не мышление у наших детей, а именно угодить. Кому-то надо угождать. Ну вот обратите внимание, вот, например, я понимаю, праздник 9 мая, действительно, День Победы. У меня отец с 41 по 45 год. Но если бы он сейчас был бы живой, он бы страшно был. Ради чего он День Победы? Вот как это производит? Во-первых, День Победы, вообще-то моя мать всегда плакала. Это ведь, вот знаете, День Победы, мы-то победители, да? А вот получается так, мы победители, а побежденные это немецкий народ, только пенсия в Германии $2000 в месяц, а у нас пенсионеры по помойкам ходят. Это победители. И пропавших без вести в Германии нет, а у нас миллионы в земле лежат. Вот и смотрите. Далее. На День Победы наших детей в школах выгоняют. Ради руководства республики прошли. А как наши дети падают, каждый на солнце, и никого об этом практически не беспокоит. Поэтому, извините, вот я думаю, родители, вы извините своих детей. Да, надо рассказывать то, что героизм наших предков, мы действительно фашизм уничтожили, но мы часто считаем это, я убежден, что Сталин это такой же был Гитлер, если не больше, которые уничтожили просто ни за что наша российская страна, людей столько погибло, ни за что, имеется в виду. И мы все это сделали, что День Победы. Все-таки я считаю, День Победы это день скорби, что действительно всем надо задуматься, чтобы никогда не было войны. Это и руководство нашей республики об этом должно думать.
И все мы должны именно думать. Поэтому вот это День Победы и День скорби я все-таки воспринимаю как День скорби. Это 9 мая. Да, спасибо. Вот если перейти к новостям, то центральная новость – это то, что 27 марта Владимир Дмитриевич Волков в послании этому своим собранию, госсобранию и другим сотрудникам сообщил, что за последние 5 лет в Мордовии продолжительность жизни выросла на 3 года, но по показателю смертности Мордовия все равно отстает, у нее хуже, чем среднероссийский уровень. Вот вы как считаете, какой, может быть, главный фактор, который влияет на то, что у нас показатель смертности, в общем, хуже, чем в России? Самое главное, со стороны руководителей нашей республики постоянно врут. Ведь есть данные, возьмите, в Мордовии из России второе, значит, по численности, значит, по раку. И по моим есть данным, что действительно заставляют любые диагнозы смерти у людей, не о раке, чтобы вот не было каких этих проблем показать, что у нас такая смертность в Мордовии. То еще занижают статистику. Занижают. Ужас. Почему это происходит? Опять это происходит к той политике, которая на территории нашей республики. Вы посмотрите, когда Чернобыль, значит, сюда землю на территорию Мордовии привозили сюда. А зачем землю привозили? А потому что там надо радиации земли надо куда-то увозить, куда? В Мордовию. Это же все же, это как раз показатели. Это безответственность наших руководителей. Это было давно. Но сегодня, возьмите, пальмовое масло, которое сюда приходит, никто, нет никаких структур, которые контролируют и действительно именно та коррупция, которая в нашей республике, я четко объясняю, постоянно направляю генералу-прокурору нашей республики бездействие. Я четко обвиняю нашего генерала-прокурора в коррупции, который не борется с этой коррупцией, а тем самым это говорит о том, что он бездействие помогает им, этим людям, работать в нашей республике. Итак, практически вот любой вопрос, который защита прав граждан, о чем я ранее говорил, что мы, партия именно единственная, оппозиционная, Мордовское региональное отделение партии «Яблоко» единственное, которое говорит о таких вещах. Единственное. Да, и вы имеете право, как и любой гражданин, тем более ответственный, который жизнь свою, в том числе, десятилетия посвятил гражданам, делать в том числе такие высказывания, как человек, имеющий право на свою точку зрения. И в том числе, вот то, о чем вы говорили, из этого отсутствия надзора и некачественного надзорных правоохранительных органов, некачественно выполняющих свои обязанности, появляются такие эксцессы, как 30 апреля 26 человек отравление кишечной палочки, она обнаружена в курице. Потом 7 килограммов санкционных сыров сжигают. И потом из-за грязной воды тонны рыбы гибнут из-за того, что предприятия берут воду и поливают химикатами. Видимо, часть химикатов попадает в пруды. Вот представители «Открытой России» Мордовии на ржавую воду собрали 500 подписей. То есть все это следствие того, в каком состоянии находится государственный аппарат в республике. Вот я просто всегда говорю, это практически, коротко. Вы посмотрите, санкционные продукты. Люди голодные, а их сжигают. Эти продукты. Раздайте людям.
А все остальное это связано. Ведь у нас есть хорошие законы, только они не работают. А точнее, для кого-то законы работают, а для кого-то вообще законов не работает. И я обвиняю в нашем прокуратуре генерал-прокурора, что они ничего не делают. Они являются, я их уже называю почтовиками. Туда направляешь заявление, а они направляют это заявление на тех людей, на кого мы пишем. Вот чем занимается наша прокуратура. А вот тоже мы с вами обсуждали, но все равно это важно проговорить. Была пресс-конференция военного комиссара, он озвучил цифры, сколько людей опять у нас из Мордовии насильно забирают вот на эту обязательную работу охранника государственного, солдата. Еще раз напомните, какое у вас отношение вот к призывной армии? Нет, ну конечно, армия должна быть у нас контрактная армия, и действительно это должны быть люди, которые значит, готовы защищать нашу страну и действительно быть людьми подготовленными. Армия должна быть именно контрактной, это однозначно. Да. И нельзя говорить, что контрактники не могут быть патриотами, потому что у нас все офицеры в армии, они контрактники. Это же не значит, что все офицеры разбегутся во время войны. Нет, просто они профессионально посвятили свою жизнь этому, и им за это платят деньги. Это не значит, что они продажные. Ну, я вам скажу, у нас политика такая, у нас что такое патриотизм? Патриотизм – это любить Родину. Вот меня говорят, что… Вот я считаю, что я люблю свою Родину, и я борюсь с негодяями. А извините, у нас патриотизм иногда получается то, что главное – лизать одно место руководителю. Вот это значит патриотизм. Вот понимаете, разные понятия у нас, что такое патриотизм. И особенно вот именно со школы это начинается. И это очень важно. У нас 6 лет в Саранске первым замглавы, отвечающим за ЖКХ в городе, был Алексей Владимирович Егорычев. И теперь 22 апреля назначили первого замглавы Игоря Николаевича Бутякина. Давайте подведем итоги 6-летнего состояния ЖКХ и пожелания дадим, как улучшить ЖКХ. Вы все-таки и домкомом были, и как политик разбираетесь в ЖКХ города. Я все-таки считаю не в том, что вот руководители у нас по ЖКХ. Это политика России, вы понимаете? Они вынуждены именно жить вот так вот и творить вот эти вещи. Иначе они просто не могут. Понимаете? У нас ЖКХ вообще практически только у людей. Вот пока мы с вами разговариваем в этом, а из карманов все больше и больше у нас. То налогами, то по ЖКХ. Но люди уже жить не на что. Но президент вот неделю назад сказал, что мы живем лучше и будем скоро жить. Ну вот он скоро 20 лет как президент, поэтому, ну не знаю. Жаль, что, как я говорю, вороны 300 лет не живут. Мне бы хотелось 300 лет посмотреть, когда же у нас действительно будет прекрасная страна. Я очень люблю нашу страну, но почему же у нас такая же богатейшая страна, но мы действительно, обратите внимание, почему у нас ненавидят во всем мире, даже вот те наши соцстраны уже все, вы посмотрите, на День Победы никто и не приехали на этот праздник. Обратите внимание. Но это что же? Наверное, мы самые правильные, умные, а те все негодяи, получается. Получается, одна страна хорошая, а вокруг все враги. Все враги. Вот это самое страшное. Именно все враги. Вы обратите внимание. Я думаю, все, кто сейчас слышит, вы же знаете, люди стали злые. Друг к другу не ходят. А почему? А потому что действительно столько проблем,
столько проблем, семейные и все. Это действительно у людей пошло, главное, за кусок хлеба. С утра до вечера работать за кусок хлеба. И законов никаких нет. С утра до поздней ночи. И ничего, не обращайте руководителей, если вы начнете против говорить, вас вообще уволят. Это я знаю. И из-за куска хлеба в этом году появилась информация, что в ближайшее время будет снесен кинотеатр «Победа» на проспекте Ленина. Какие у вас с этим зданием, может быть, воспоминания, или вообще как вы анализируете это? Ну, я вам скажу так. Вы обратите внимание, что в нашем городе творится. Что в районе Химаши строят дома. Как будто у нас в Мордовии нет места. У нас это потому, что это есть мафия строительная, которая за копейку, как говорят, за копейку канарейку, чтобы пела и не ела. Вот примерно так. Кусок земли, это не важно. Под строительство, значит, чтобы автомобили подъехали, для того, чтобы для детишек, это никого не касается. Главное, дома в центре города, чтобы прибыль получить, и больше никакой структуры, это имеется в виду все, чтобы обслужить этот дом, это никого не касается. Почему? Это та же мафия. Самое главное, деньги отсосать, убрать, и все, никого не интересует, что это творится. Но это наша мафия, коррупция в Республике Мордовия. Кто должен за этим следить? Прокуратура, надзирающий орган. Никто этим не занимается. Владимир Евгеньевич, вот вы основали в Мордовии организацию партии «Яблоко», а партия «Яблоко» известна... Не чем... я, да, среди... Да-да-да, а да. один из, там, вдвоем. И вот эта партия, она известна тем, что ее программа настолько расписана подробно и, как сказать, по всем направлениям вот, развития страны, и в том числе по международной политике, и вы тоже часто говорите, что вот нужно приоритет в бюджете не на финансирование Сирии, не на бомбежку Украины, а на решение внутренних проблем. А вот вы, если посмотреть на мордовский регион, вы как считаете, с какими регионами нашей республики, с какими странами нашей республики стоит лучше взаимодействовать? Вот мы из Венгрии привлекаем инвестиции, с Белоруссией, с Китая у нас товарооборот вот, увеличивается, где-то уменьшается, с Германией. А вы как считаете, вот, если бы вы были, допустим, главой республики, с кем нужно? В первую очередь, чтобы в нашей стране, в России и в республике уважение к людям. Законы для всех единые. Вот это первая основа, что должно быть. А потом начинать порядок экономически поднимать нашу страну. Чтобы коррупция до такой степени дошла. Поэтому с нашей стороной практически никто ничего не решает, никакие вопросы. С нами только те же коррупционеры могут с других стран встретиться. Потому что законы не работают. Сегодня ты имеешь собственность, завтра у тебя эту собственность заберут. Вы посмотрите, не надо далеко примера. Вот я в оппозиции Николая Ивановича Меркушкина был. Что же вы думаете? Вот сейчас, каждую неделю в столице ЕС теперь кричат, что там и жулики, и воры, и все. А где же раньше? А раньше в школах портреты, наша гордость. Наша гордость. Вот воспитание. Вот у нас получается такое. И я всегда Николая Ивановича помню Меркушкину, наверное, в 98-м году. Вот так примерно у нас встреча была. Я ей говорил, что Николай Иванович, одно дело денежки-то стать богатым человеком, другой вопрос, что надо сохранить. И когда палочка надламливается, и все, деньги забирают. Я более того хочу сказать, вообще по истории возьмите Брежнев. Когда Леонид Ильич Брежнев умер,
Пришли к внучке, тоже все деньги забрали. И до сегодняшнего дня там и что-то вон кто-то дали ей однокомнатную квартиру. Просто. Вот такая вот у нас страна. А вот политика нашей страны именно должна быть закон для всех единый. У нас прекраснейшая страна. Ресурсы. Но когда друзья Путина, ну, образно, 20 человек, которые имеют всю Россию, а мы с вами голодные и холодные. Вот этого я. Обратите внимание, это до чего дошло. До чего дошло, и сейчас разговоры ведут уже то, что у нас якобы, если у людей огороды, это уже не считается бедные. Вот понимаете, вот так вот. Но ведь для того, чтобы иметь огороды, надо еще их обрабатывать, и еще здоровье надо иметь. Поэтому связано с этим. И последний вопрос. Да. 20 мая президент Украины Зеленский Владимир Александрович пригласил 65 миллионов украинцев, которые живут на всей планете, на родину к себе. Но, конечно, вряд ли у него полностью удастся решить это, даже частично вряд ли удастся, потому что все-таки страна бедная относительно тех стран, куда уехали украинцы. А 27 марта, за 2 месяца до этого, Владимир Дмитриевич Волков тоже минут 10 говорил о миграционной убыли как главной проблеме. Сотни тысяч тех, кто родился в Мордовии, они живут в разных частях страны, даже за рубежом. Как вы считаете, вообще, возможно ли их как-то пригласить? Какие им условия нужно предоставить, чтобы они реально вернулись и здесь жили бы миллионы в Мордовии? Ну, первое хочу сказать, вот у меня друзья на Украине были, там война. Но там люди живут даже лучше, чем в России. На границе с Россией едут на Украину в войну, чтобы продукты питания покупать. Это вам пример. А второе, самое страшное происходит. Это то, что украинский народ, который действительно близкий, родственный, а сейчас у нас до того отношение привело с утра до вечера. Украина, Украина, Украина и такие плохие и сякие руководители. Вот это беда. Я просто не знаю теперь, когда еще мы наладим такие прекрасные отношения, которые были раньше с Украиной. Украина это всегда, это братский народ. Это, конечно, большая тема, отдельная. Но чтобы прийти к тому, что Украина это стали врагами и очень намного, это преступление. Это преступление. История об этом еще будет, как говорится, знать. И кто будет виноват. Уважаемые телезрители, новости из жизни Мордовии за апрель-май 2019 года комментировал Владимир Евгеньевич Гризин. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго.